Задание, поставленное Генеральным штабом Вооруженных сил по призыву, Республиканский военный комиссариат уже выполнил. Ряды Вооруженных сил России в рамках весенней призывной кампании пополнили более 200 срочников. Задание, которое нам определено, это около 200 человек, и они были направлены все по всей России, можно сказать. Да, основная масса — это центральная часть России, начиная от Ростова до Москвы и Санкт-Петербурга. Вот, места давали очень хорошие, там были места, отправляли Волгоград, Новочеркасск, Москва. Ингушские новобранцы пополнили военно-космические, воздушно-десантные, сухопутные и преимущественно войска Национальной гвардии. В основном ребята, которые подходят, призывные пункты, они большей частью интересуются места дислокации. Вот, а не конкретные войска. Ну, есть те, которые хотят там конкретные там, войска, там, ВКС, кто-то хочет, кто-то хочет ВНГ. Те, которые ребята мы отправляем, у них есть водительские там, удостоверения, да, у них бывает право выбора, то есть они могут выбрать, какую часть они хотят, потому что водители, они везде востребованы. Бывает, частей нам звонят, просят, чтобы мы водителей именно отправляли. Вот. У них есть, да, преимущество. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в течение всей призывной кампании проводились встречи с населением в разъяснительных целях с привлечением духовенства и общественных организаций. На сходах говорилось о необходимости исполнения гражданами призывного возраста воинской обязанности. Как итог, Ингушетия на 100% выполнила план на весенний призыв. Более того, уже активно трудоустраиваются демобилизовавшиеся молодые люди. Те ребята, которые вернулись и подходят по своим, по уровню образования, там, морально-деловым качествам и так далее, у них есть возможность устроиться в органы МВД. Такие мероприятия мы часто проводим. Вот буквально на этой неделе провели такие мероприятия с руководством МВД, где были приглашены ребята, которые у нас вернулись с армии, с военными билетами. Они там же прямо написали заявление, и их будут рассматривать на те должности, которые у них вакантны. В Ингушетии активно набираются на военную службу и по контракту. Критерии все те же: возраст от 18 до 50 лет, и чтобы не было проблем со здоровьем. Контракт с Министерством обороны можно заключить от полугода до 10 лет. Вакансии сейчас объявлен набор по службу на контракту вооруженной силы. Вакансии в Ингушетии есть. 503-м полку я имею в виду. Средняя заработная плата рядового состава без надбавок на первый день службы, на первый, имеется в виду, год службы, порядка 35-40 тысяч. Далее идут отдельные надбавки за выслугу лет, за физическую подготовку, в зависимости от сдачи ФИЗО, физической подготовки. Высший уровень — это уже добавляется определенная сумма. Далее выполнение специальных задач, которые сейчас в курсе вся страна, что занимается в районе проведения специальных военных операций, там отдельные выплаты. Далее бесплатное медицинское обеспечение, естественно. Гарантии в том, что выплаты и компенсации производятся и по состоянию здоровья, и отдельные выплаты. Льготы семье в плане то, что за электричество, за коммунальные услуги. Сотрудники военкомата уже оповещают молодых людей призывного возраста для набора на предстоящий осенний призыв. Это поадресные обходы и открытые беседы с призывниками, где обсуждается важность прохождения службы в рядах вооруженных сил России. Многие понимают, что в нынешнее время без военного билета успешную карьеру не построить. Призывная кампания в регионе проходит под личным контролем главы Ингушетии. Махмуд Али Калиматов не раз обращал внимание на то, что агитационная работа с населением в первую очередь влияет на эффективность реализации задач призывной кампании. Адам Мережков, Акрама Дасхоев, Магаз 24.